В России, далеко за ее пределами, хорошо известно имя нашего современника, певца и композитора, долгие годы остававшегося бесспорным кумиром любителей музыки второй половины прошедшего века Муслима Магомаева. Немногие знают, что имя свое знаменитый певец получил в память о деде, а дед Абдулмуслим Магомаев, старший, выдающийся музыкант своего времени, заложивший основы профессиональной музыкальной культуры Азербайджана, по происхождению был чеченцем. Семья Магомаевых и старых атагов, как свидетельствуют архивные материалы, была многодетной. Глава семьи Магомед был кузнецом-оружейником. Он вместе с женой воспитал 3 сыновей – Магомеда, Джажамал-эдина и Абдулмуслимбека. Ярко одаренной личностью был и старший из братьев Магомаевых Магомед, прекрасно игравший на гармонии и на флейте. Он был душой семьи, отличался огромным обаянием, большими способностями и тягой к различным видам искусства. Учащийся Грузинской городской школы, он был руководителем ученического оркестра, постоянно выступал в драматических инсценировках и преподавал европейские и восточные танцы. С юных лет Магомед Магомаев увлекался и фотографией. Его увлечение рисованием было замечено школьным руководством, рекомендовавшим одаренного юношу в художественное училище Петербурга. Но родителям пришлось отказаться от мысли увидеть Магомеда художником-профессионалом, так как материальное положение семьи находилось в крайне тяжелом состоянии. Именно Магомед оказал большое влияние на Абдулмуслима и первым приобщил его к музыке. Маленький Абдулмуслим, рано научившийся играть на восточной гармонии и охотно подбиравший на ней народные мелодии, также отличался тонкой музыкальной одаренностью. В народной памяти и истории музыкальной песенной культуры горцев Северного Кавказа старший из братьев Магомед Магомаев остался как самодеятельный гармонист и композитор, автор знаменитой молитвы Шамиля, известной также по другому фольклорному названию как «Танец Шамиля». Известный чеченский писатель и общественный деятель Халид Ашаев указывал, что сочинена она Магомедом в чеченском ауле Шатой под сильным впечатлением от рассказов стариков на сюжет предания об имаме Шамиле. Говорят, однажды войско имама оказалось в окружении, из которого не было надежды выйти, и тогда Шамиль придумал, как поднять дух своих воинов. Он в первую очередь помолился, а затем по его приказу заиграла музыка. И сам имам Шамиль, жестоко преследовавший всякие развлечения, начал искрометный танец. Его танец увлек всех, а в самый разгар пляски был дан приказ к атаке. Соратники Шамиля отчаянно сражались и вырвались из окружения. Считается, именно поэтому молитва Шамиля состоит из 2 частей. Первая – грустная и торжественная, вторая – озорного танцевального характера. Сама же молитва Шамиля обессмертила имя ее создателя. Музыка эта получила широкое распространение по всей России и даже Европе, куда ее занесли эмигранты из России после революционной волны. Как указывают очевидцы, в 20-е годы после революции в Европе не было ни одного кафе Шантана или ресторана, где бы не звучала молитва Шамиля. Была она весьма популярна и весь советский период. Вот такой неизгладимый след в народной памяти и истории музыкально-песенного творчества наших народов оставил замечательный музыкант и самодеятельный композитор Магомед Магомаев-старший из птенцов атагинского кузнеца. Абдулмуслим Магомаев, дед нашего современника Муслима Магомаева, заложивший основы профессиональной музыкальной культуры Азербайджана, родился 5 сентября 1885 года в селе Старые Атаги. Еще ребенком Муслим научился играть на гармонии, пытался подбирать на ней народные мелодии. В годы учебы в Грузинской городской школе он овладел игрой на скрипке и принимал участие в школьных концертах. В 1899 году он окончил школу и был определен в Закавказскую учительскую семинарию в Горе. Здесь Муслим с увлечением изучал русскую и западную музыку, научился играть на кларнете, а когда при семинарии были организованы струнные и духовой оркестры, Абдулмуслим был выдвинут в помощники капельмейстера оркестра. В начале июня 1904 года Муслим Магомаев с отличием окончил семинарию. Уже в 1905 году он уезжает в Тифлис, где и женится на выпускнице Александровского женского училища Багдагуль Джамал Терегуловой, с которой он дружил еще с периода своей учебы в Горейской учительской семинарии. Семья казанских татар Терегуловых принадлежала тогда к известным и прогрессивным интеллигентским кругам Закавказья. Пригласил Абдулмуслима в Азербайджан и помог ему с переездом его друг Узейр Гаджибеков, как оказалось впоследствии навсегда. Вся дальнейшая жизнь и творческая деятельность Магомаева отныне будут связаны с Азербайджаном. Следующим этапом в жизни композитора стала преподавательская деятельность в Баку. Кроме этого, Магомаев ведет внешкольную работу, обучает учеников музыке. В этот период он принимает также активное участие в создании музыкального театра. Наряду с административной работой Магомаев является и постоянным дирижером театрального оркестра. В 1920 году Магомаев возглавил отдел искусства наркопроса Азербайджанской
СССР, а в 1924 одновременно является дирижером и художественным руководителем оперного театра. В 1929 году Абдулмуслим Магомаев назначается руководителем Азербайджанского радиоцентра. Первое крупное произведение, оперу «Шах Исмаил», композитор создает в 1916 году. Это произведение до сих пор пользуется неизменной любовью в Азербайджане. Работу над оперой Магомаев начал, ознакомившись с народной легендой о Шахе Исмаиле, которая и легла в основу сюжета оперы. С конца 20-х и до начала 30-х годов композитор создает 15 пьес для симфонического оркестра. Трудно сказать, как бы сложилась его творческая судьба на родине, в Терской области. Понятно, что Муслим Магомаев-старший опережал время своим громадным талантом. Он был запрограммирован на симфоническую музыку, на произведение больших форм. А на тот период ни в Чечне, ни в Дагестане, ни на всем Северном Кавказе его талант и творчество не могли быть сполна востребованы. Умер Абдулмуслим Магомаев в 1937 году, по официальной версии от скоротечной чехотки, однако есть основания полагать, что Магомаев был репрессирован и расстрелян. Кстати, и местом его кончины был не Баку, а Нальчик, где в конце 30-х было организовано несколько пересыльных тюрем для политически неблагонадежных, значительную часть которых составляли именно чеченцы. Третий из птенцов гнезда Магомаевых, Муслим Магомедович Магомаев-младший, приходится внуком Абдулмуслиму Магомаеву. Муслим Магомаев-младший родился в Баку 17 августа 1942 года. Отец Муслима, Магомед, в конце 30-х работал в Грозненском драматическом театре художником. В 1940 году, когда при ГИТИСе создается чеченская студия, его зачисляют туда одним из первых. В самый канун войны Магомед женился на слушательнице Адыгейского потока института красавице Айшет. Тамадой на их свадьбе стал односельчанин отца Магомета, известный чеченский драматург Абдулхамид Хамидов. Имя ребенку дали в честь деда, великого азербайджанского композитора, который одним из первых в своей музыке начал сочетать классические и народные традиции. В 1941 Магомед уходит добровольцем на фронт, и Муслим родился, когда отец уже воевал. Магомед Магомаев погиб в 1945 возле города Кастрин, который на тот период находится на территории Германии. Его прах покоится там же, в братской могиле. Большое участие в воспитании и судьбе Муслима принял его дядя Джамалдин Магомаев, крупный государственный деятель Азербайджана, в 60-е годы XX века работавший полпредом Азербайджана в Москве. Когда чеченцев, репрессированных в годы войны, реабилитировали и разрешили вернуться в родные места, Муслим уже набирает популярность именно как азербайджанский певец. Видимо, это устраивает и самого артиста. Его неоднократно приглашали перебраться на постоянное жительство в город Грозный, но под разными предлогами он уклоняется от этих предложений. После того, как однажды он во всеуслышание заявил «Я не чеченец, я азербайджанец», приглашать перестали. До Первой Чеченской войны на улице Субботников стоял скромный дом с мемориальной доской, на которой было написано: «В этом доме 5 сентября 1885 года родился выдающийся композитор современности Абдулмуслим Магомедович Магомаев». Говорят, что дом этот все стоит, только вот таблички на ней уже нет. Так тихо и незаметно проходит земная память. Талант птенцов гнезда Магомаевых был поистине многонациональным и выходили далеко за пределы Чечни, но истоки этого незаурядного таланта зародились и остались в далеком чеченском селе Старые Атаги.